Есть, молодец, Артур. Так. Тогда я поставлю вот этот стаканчик. Так, отлично. Теперь я поставлю вот этот стаканчик. Strasdumoižas internātskolā neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem bija ieradies Marks Komisāros. Izmantojot dažādus uzdevumus ar krāsainām bumbiņām un glāzītēm, viņš kopā ar bērniem demonstrēja, ka arī ar aizcietām acīm var redzēt. Так, Раймонд, что у тебя за проблемы? Украли стакан, украли. Вот я говорил, тут такие жулики сидят. Найди, где стакан, он перед тобой стоит, честно говоря, на полу. Вот стакан-невидимка. Ну, встань, может, тогда ты сверху увидишь. Где он? На полу стоит. Вот. Ну, отойди-то. О, нашел. Давай. Отлично, молодцы. Artūrs ir vājredzīgs, bet Raimondam nav redzes problēma. Ar necaurredzamajām brillēm uz acīm uzdevumus viņa veic vienlīdz labi. Marks Komisāros ir atklājis jaunu metodu, ar kuras palīdzību var padarīt bērniem, kuriem ir jādzīvo daļējā tumsā, dot iespēju viņiem ieraudzīt gaismu, ieraudzīt priekšmetus un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Раймонд, возьми красный. Не могу. Возьми синий. Артур, возьми синий. Вот он синий. Так, Раймонд берет синий. Так, Артур берет синий. Не могу. А если посмотреть? Вот он. Marks Komisāros Latvijā ieradies no Amerikas Savienotajām valstīm. Viņu uzaicinājuši cilvēki no Lietuvas un Latvijas, kuri noticējuši, ka Marks nav nekāds šarlatāns vai triku meistars. Видение с закрытыми глазами невозможно. Против этого протестует все, протестует наш мозг. И он протестует против этого не потому, что он не хочет в это верить, а за тем, что это невозможно, стоит не личный жизненный опыт каждого отдельного человека. Сотни миллионов лет эволюции живого на Земле. 100 миллионов лет назад для динозавра было то же самое. Когда у него глаза открыты, он видит, когда глаза закрыты, он не видит. И это в нашей генной памяти. И вот поверить, что человек может видеть с закрытыми глазами, практически невозможно. Komisāros apgalvo, ka ar acīm ciet var gan lasīt, gan braukt ar riteni. Spēja redzēt, neredzot, piemīt bērniem vecumā līdz 12 gadiem. Arī pieaugušie to varētu darīt, tomēr lielajos šī spēja ir snaudoša. Вот теперь замри. Посмотрите, его глаза направлены сюда. Читает он здесь. Он не читает глазами сквозь повязку. Он получает визуальную информацию вот этой частью головы. Глаза в этом процессе не участвуют. Grigorijs ir vājredzīgs. Viņš uzdevumus veic bez apsēja, ar aizvērtām acīm. Ja bērns steidzas vai nodarbojas ar minēšanu, viņš kļūdās. Komisāros atbild, ka tā nav gaišredzība. Šodien to varētu dēvēt par inforedzēšanu. Tomēr tas skan pārāk sarežģīti, tāpēc, lai arī viņam nepatīk jēdziens trešā acis, tas tomēr palīdz izskaidrot šīs spējas fenomenu. Представьте себе, что у них здесь есть третий глаз, который видит точно так же, как эти два. И если мы закроем эти два глаза, он будет видеть. Мои взрослые студенты, старше 12, они не видят, а знают. Значит, для того, чтобы знать, совсем не обязательно видеть. Наше видение, слушание, щупание, нюхание – это лишь каналы, по которым наш мозг получает информацию для того, чтобы знать. И вот у человека, по моей гипотезе, в мозгу, кроме 5 известных нам органов чувств, есть еще одно, шестое, которое позволяет получать информацию мозгу напрямую, не используя наши органы чувств. Savulaik Marks Komisāros bijis maskavietis, bet nu jau vairāk kā 20 gadus dzīvo ASV. Viņam ir augstākā tehniskā izglītība un zināšanas, kas liedz ticēt tam, ka var redzēt cauri sienām. Sastopoties ar kaut ko brīnumainu, Marks domājis, ka pats nav bijis pietiekami uzmanīgs vērotājs vai arī kāds vienkārši melo. Если в жизни сталкиваешься с чем-то необычным, то есть только два пути. Первое – объявить это необычное чудом и остановиться. Чудо не исследуют, в него истово верят и благодарят Создателя, что Он дал тебе возможность в своей жизни увидеть самое настоящее чудо. Второй путь – сказать нет, чудес не бывает. Просто мир, в котором мы с вами живем, нам еще далеко-далеко-далеко до конца не познан. Если бы можно было на машине времени слетать к Исааку Ньютону, которого все мы уважаем как умницу,
в его столетие, и показать ему сегодняшнее наше видео, телевидение, компьютеры, мобильные телефоны и спросить его: товарищ Исаак, что вы думаете обо всем этом? Он сказал бы: ребята, это чудо. И был бы на 100% прав, потому что в его столетиях эти законы электроники, на базе которых сегодня так лихо работают все наши устройства, еще не были открыты. Jautājumu joprojām ir vairāk nekā atbilžu. Neatbildēts ir arī jautājums, kā un vai šī metode var palīdzēt neredzīgu un vājredzīgu bērnu apmācībā un ikdienas gaitās. Я буду счастлив, если я дам возможность видеть мир слепым детям.